Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа «Интервью с чемпионом». И сегодня у нас в гостях победитель первенства Ингушетии по боксу среди юниоров в весовой категории до 57 килограмм Хамзат Костоев. Хамзат, машвал, ассаламу алейкум. Хамзат, в первую очередь, конечно же, поздравляю тебя с победой. И хотелось бы узнать для начала, какие эмоции испытываешь вообще после того, как выиграл? Мне очень приятно, что я выиграл. Это уже не первая республика, которую я выигрываю. В первые две республики проходили просто легко, а сейчас последняя республика это было уже юниорская. Ну и получается, ты опыта потихоньку набираешься, и, соответственно, твои соперники тоже опытнее, сильнее становятся. И были ли кто-нибудь из них, кого ты уже знал, либо ты всех уже заново изучал? Я с многими боксировал, но сейчас на последней республике для меня были уже новые люди. И это очень важные соревнования были, Хамзат, с точки зрения того, что это был отбор на СКФО, насколько я понимаю, да? И первый раз ли ты будешь сейчас принимать участие в соревнованиях окружного масштаба? И что испытываешь в преддверии этого? Потому что турнир уже близко, насколько я знаю, да? Я уже боксировал первый, когда я выиграл второй раз уже республику. Я уже выезжал на СКФО. Там уже первый бой выиграл, второй бой выиграл, полуфинал уже проиграл. Сейчас это уже вторая СКФО. Ну, в любом случае, плохой опыт, как говорится, тоже опыт. Мы тебе в любом случае удачи желаем. Расскажи поподробнее о тех соревнованиях, которые прошли уже, как они для тебя сложились, сколько боев у тебя вообще получилось провести, досрочно или по очкам выигрывал? Сейчас на республиканском, да? Да, на республиканском. Первый бой у меня прошел все 3 раунда, без отчетов, без нокдауна, все такое. Второй бой то же самое. Третий бой то же самое, да. Ну и по поводу тренеров, расскажи, пожалуйста, где тренируешься вообще, как давно занимаешься боксом, как оказался вообще в этом виде спорта? Я уже занимаюсь около 6-7 лет, тренируюсь в Магасе Озу-клубе. Тренера Заур Магомед, Мургустов Иса и Дзенгиев Ибрагим. Благодаря им я набрал такой опыт. Ну, опыт, понятно, он со временем еще больше придет, но что касается вот технической составляющей, на что тебе делают упор твои тренеры, это больше вот функциональное состояние, либо просто сильно бить, пока не вырубится оппонент, как говорится. На что они делают упор тебе, когда тренируешься? Больше я работаю на скорость, да, и потихоньку физик набираю. И вот касаемо физики как раз-таки, первый раз ли ты выступаешь, получается, в 57, либо ты все время стабильно в этом весе выступал с тех пор, как начал? Сперва 54, потом 57. Каждый через турнир все больше и больше вес набираю. И раз набираешь вес, это, разумеется, с возрастом связано. И сложно ли бывает, если бывает у тебя вообще весогонка, согнать килограммы приходится? Нет, такого не бывает, нет. Весогонки вообще не бывает. Касаемо того, что будешь готовиться сейчас к следующим окружным соревнованиям, Хамзат, после того, как победил уже на первенстве республики, сразу же начал тренироваться снова или чуть-чуть отдыха тебе тренеры дали? Мне после уже республиканского турнира 2-3 дня дали отдых, потом со временем начинаю все сильнее и сильнее работать. И расскажи, пожалуйста, о тренировочном процессе. Сколько дней в неделю ты тренируешься? Может, пару раз в день даже ты тренируешься? Сложности какие-нибудь бывают ли в тренировочном процессе? Тренируюсь каждый день без отдыха, даже в воскресенье провожу там с утра до вечера. И Зауров Магомед, мы хорошо знаем, насколько он титулованный, насколько он хороший, сильный тренер. И буквально недавно с ним мы на выезде тоже общались. Он говорил, что когда ко мне ребята приходят на тренировку, я для них отец, я для них дедушка, я для них мама, потому что никакого другого авторитета во время тренировки для них не должно быть. Как тебе это выражение? Вообще согласен ли ты с этим? И сложно ли бывает вообще с Магомедом? Сложно ли он человек как тренер? Вообще не сложный тренер, иногда ругает. Наверное, тогда теперь уже можно поговорить о целях, Хамзат. Какая цель для тебя? Немного банальный, конечно же, вопрос, всем его задают, и все-таки, мне кажется, будет хорошо его задать. Какая цель для тебя самая высокая, планка, которую ты для себя ставишь? Сначала после СКО, уже потом юнист бывает, после СКО, потом юнист. Я хотя бы хотел дойти до, хотя бы олимпийского чемпиона.
И мы знаем, что вот олимпийским чемпионом стать, конечно же, очень сложно, понятное дело, да. Но из любительской карьеры все-таки тоже перейти в профессионалы, это тоже очень непросто. Как ты думаешь, вот если вдруг так суждено будет, что ты в любительской карьере очень высоких результатов добьешься достаточно быстро, сразу же ли ты захочешь перейти в профессионалы или чуть-чуть еще набраться опыта? Потому что у многих, и ты наверняка за выступлениями боксеров-любителей следишь, они сразу переходят в профессионалы, и зачастую опыта не хватает. Как ты сам думаешь, сразу? Сначала чуть-чуть эту карьеру поработаю, потом профессионал перейду. Ты как человек, который только начинает строить свою спортивную карьеру, тем не менее уже добившийся каких-то результатов, какой бы совет ты дал только вот начинающим ребятам, которые собираются, может быть, записаться на секцию бокса, что им нужно в первую очередь соблюдать? И самое главное, если у него будет желание, у него уже все будет. Если его насильно там уже привезли, то ничего не выйдет. Ты только в нашей республике выступал, Хамзат, или за пределами уже тебе, ты вроде как говорил, тоже приходилось выступать на СКФ? За пределом, да, уже около 7-8 раз, да. Что для тебя сложнее, когда вот едешь на соревнования в другой регион, либо когда выступаешь в своих родных стенах, скажем так, когда поддержка зала на тебя существенное влияние оказывает, либо, может, это в негативной стороне сказывается? Что для тебя сложнее или легче, дома, либо за пределами? Сложнее за пределах, да. В Ингушетии я уже всех знаю боксеров, поэтому нет такого слова мандрежа. Мандраж есть, вот. Ну да, кстати, многие боксеры говорят, что тут на два лагеря у вас все разделяется. Кто-то, это, наверное, от характера опять же зависит. Кто-то дома, ему гораздо комфортнее выступать, когда чувствует очень сильную поддержку. Кому-то за пределами, когда он понимает, что на него, кроме тренера, никто никакое влияние не окажет. И когда соревнования у тебя были, когда первенство проходило, когда другие турниры проходили, тренер, как он себя в процессе твоего боя ведет? Он активно тебе подсказывает или он знает заранее, что ты уже все знаешь и тебе ничего корректировать не надо? Как все это проходит? Ну, сначала, да, активно уже подсказывает первый раунд, второй, третий, да. И чаще всего на что тебе говорят делать упор именно в процессе твоего выступления? Не бывает такого, что ты чересчур увлекся и уже идешь в откровенную рубку, либо ты постоянно придерживаешься плана и послушный ученик? Да, постоянно придерживаюсь этого плана. Хамзат, по поводу тренировочного процесса хотелось бы поговорить. О тренерах мы уже поговорили, о подготовке твоей непосредственно к этим соревнованиям тоже порассуждали. Все-таки рутина обычная, как она складывается? Расскажи об обычном тренировочном дне боксера твоего возраста, как все проходит, во сколько проходит и какой у тебя режим? Начало тренировки в Озл-клубе Магаси 19 до 21:00. Я около 18 выхожу из дома, потом в Магаз уже переодеваюсь, одеваюсь. До того, как начнется тренировка, я на час раньше прохожу, там занимаюсь, бег, разминка, все такое. Когда уже тренировка начинается, уже заново все. Бег, разминка, бой стения, скакалка, там все такое. А после тренировки уже все еще дополнительно занимаюсь час. Во время тренировочного процесса, понятное дело, насколько важное значение имеет именно разминка, там прыжки на скакалке, как ты уже сказал, бег и так далее. Но именно спарринг, дни спаррингов, когда у вас бывают, насколько сложно вот работать со своими же ребятами, когда знаешь, что в полную силу все-таки бить нельзя. Это, понятно, тренерская установка, в полную силу бить нельзя, это не соревнование. Бывает ли сложно сдерживаться вообще, или ты всех ребят уже знаешь, ты ко всем нормально относишься, никого не хочется бить в полную силу? До начала соревнований 6-7-8 дней мы уже спаррингуемся, легкий спарринг. А когда уже соревнования заканчиваются, уже как 3-4 месяца, уже следующее соревнование, там уже, как обычно, уже отработки, легкие спарринги. На физику работаем. Твоя самая любимая часть во время тренировочного процесса какая? Начинающая часть, завершающая часть или вся тренировка – это для тебя одно сплошное наслаждение? Мне больше нравится спарринговаться. Да.
И много ли ребят вас тренируется вообще в этом зале Оздо-клуб? И сложно ли бывает тебе найти спарринг-партнера, подходящего именно по антропометрии, по росту, по длине конечностей, по весу? Или вы на это уже особо не смотрите? Вес? Там в Оздо-клубе тренируется около 70-80 человек. Моего возраста партнера там нету. Есть постарше и по весовой категории 4-5 килограмм выше. Сложно ли бывает тогда с тем, кто выше тебя весом, работать, или ты их на скорости уже, получается, у тебя их переигрываешь? Ну, я уже знаю, как они боксируют, уже видел, поэтому легко. Ну и, конечно, тогда уже один вопрос из другого вытекает у нас. Если ты всех ребят в регионе, получается, если не первый год участвуешь в соревнованиях, знаешь, а когда поехал за пределы, там-то уже новые лица бывают, как у тебя получается адаптироваться вообще к новым этим вызовам, как у тебя получается к новым ребятам, которые другие техники исповедуют, если их можно так назвать, адаптироваться? Я в Ингушетии уже всех знаю, всех боксеров. Когда уже выхожу за пределы Ингушетии, там уже другие лица. Сначала я уже первый раунд их, когда уже начинается боксировать время, первый раунд бывает проверочный. Уже второй раунд уже там боксирую. Не бывали ли такие случаи, когда тебе не давали твои соперники делать твою работу, что ты, например, один раунд им отдал, выяснив, как они работают, второй раунд пытаешься забрать, но они в своем стиле либо грязно как-то дерутся, либо что-то по-другому делают, но бывали ли такие случаи в твоей карьере вообще? Да, бывали. Первый раунд проигрывал, второй раунд проигрывал. Уже на третьем раунде уже была паника. Там уже как колхозник работал. И тогда уже тренер, наверное, говорил, Да. надо было второй раунд забирать, да? Да. После того, как, конечно, понятное дело, что выигрывать не всегда получается, если бывают проигрыши в твоей карьере, как ты к ним относишься и сложно ли бывает после них, ментально, если можно так сказать, восстановиться? Либо тренер делает тебе нагоняй, указывает на ошибки, и ты сразу идешь в зал пахать. После соревнований, после турнира, когда проигрываю, я уже смотрю свои ошибки. И над этими ошибками уже работаю. Хамзат, ты когда начинал вообще свою спортивную карьеру, сразу же стал тренироваться в Магасе, либо первые шаги свои делал уже в другом спорткомплексе, у другого какого-нибудь наставника? Расскажи нам об этом, пожалуйста. Сначала я тренировался в Экаримском зале. Насчет условий в спортивных залах, насколько это вообще влияет на спортсмена, хорошая экипировка, обмундирование, скажем так, груши, спортинвентарь, все ли вообще в зале твоем присутствует, и если бы не было, как думаешь, сложнее бы тебе было тренироваться? Для того, чтобы хорошо боксировать, нужна хорошая экипировка, чтобы не были травмы и все такое. Хамзат, тебе спасибо за то, что пришел. Мы тебе и всей сборной Ингушетии желаем удачи в предстоящих соревнованиях. И, как это говорится, пусть победит сильнейший. Аллаху Ахтубах. Всем спасибо за то, что были с нами, уважаемые телезрители. Любите спорт, занимайтесь спортом. Всем до свидания.